Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Важные новости для вас и о вас. Что расскажет вам песок? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, какие важные новости для меня и обо мне. Что спешит рассказать мне песок? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И прошу послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Пусть высшие силы откроют истину. Так. Послушайте, вы от чего-то отказываетесь. Почему вы от этого отказываетесь? Я вижу, что у вас какая-то возможность есть, либо какое-то предложение, а вы вместо того, чтобы хвататься, бежать, соглашаться, почему-то спиной отвернулись. Почему-то считаете, что это не для вас, либо вам это недоступно, у вас не получится, либо это невозможно в принципе для вас. Вы делаете очень серьезную ошибку в своей жизни, я бы даже сказала, роковую ошибку. Здесь речь, кстати, может быть как и у вас лично, то есть о предложении, которые связаны с вами, с вашим развитием и с вашим будущим. И также речь может касаться каких-то отношений. Отношений в паре, в браке, либо возможность на то, чтобы с кем-то сойтись в пару, либо в брак. Вот подумайте, вот возьмите время, возьмите какую-то паузу, время для себя. Посидите и подумайте, от чего отказываетесь, почему отказываетесь, чего вы на самом деле боитесь, что является тем камнем преткновения, который не позволяет вам согласиться либо принять это предложение. Я не хочу, чтобы вы через некоторый период времени сидели, вспоминали вот эту ситуацию и ругали себя за то, что отказались, за то, что не приняли. Здесь действительно очень хорошие возможности для вас. Подумайте и не отказывайтесь. Дальше, мои милые, здесь я вижу, что то, на что вы сейчас надеетесь, либо чего ждете со дня на день, придет с опозданием. Это связано с чьим-то халатным отношением, либо с безалаберным отношением. То есть какой-то человек непрофессионально, либо спустя рукава что-то делает. Может быть, вы ждете какую-то посылку, либо какое-то извещение, но оно не придет в назначенный срок лишь только потому, что кто-то не желает выполнять свои обязанности, либо не желает честно работать. Винить кого-то, я навряд ли думаю, что вы найдете, кого можно винить, но нервничать я вижу, что вы будете из-за вот этого промедления. Так, следующий момент. Тут момент кольца вышел. Момент кольца. Кто ждет предложения руки и сердца, либо кто обдумывает это предложение, кто уже получил, не надо затягивать процесс. Нужно говорить сразу. И причем говорить «да». Отказаться вы всегда успеете. А будет ли предложение в следующий раз, это уже другой вопрос. Если вы ждете предложения, и ваш человек ничего не делает, то здесь его нужно простимулировать. То есть разговор о семье, о семейных ценностях, либо о вашем отношении к семье может все в корне поменять. То есть, возможно, человек боится получить этот самый отказ. Либо вы так себя поставили, либо заявили, что мне там сейчас семья не нужна, детей я уже не хочу, либо пока не хочу. И человек так сконфузился и думает, а что мне делать? Сейчас я тут цветочки, колечко, она мне в лицо рассмеется и скажет, иди, Вася. Вообще не хочу тебя видеть. Здесь нужно стимулировать человека, если вы действительно этого хотите. Дальше, мои милые. К вам идет человек молодой, интересный. Человек идет с предложением встречаться, с предложением общаться, как-то наладить отношения. Это может быть как в принципе посторонний человек, который там влюбился, забылся, так и кто-то из вашей семьи, из ваших близких. То есть с кем вы, скажем так, были не в самых лучших отношениях. Сейчас ваш
скажем так, близкий человек, да, решил наладить отношения, решил искупить, может быть, какую-то свою вину, загладить что-то и будет пытаться делать робкие шаги в вашу жизнь, либо к вам робко будет продвигаться. Здесь также важно не давить, не продавливать этого человека и не быть в состоянии триумфа, да, вот я же тебе говорила, ты ко мне все равно придешь, приползешь, а постараться просто улыбнуться и подать этому человеку руку помощи. Дальше, милые. Здесь будут какие-то разборки. Разборки, может быть, между коллегами, может быть, между соседями. Будет очень громко и даже какие-то моменты страшно. Я вас умоляю, просто туда не лезьте. Если вас не трогают, если это просто где-то вот с вами на расстоянии происходит, туда лезть не надо, не стоит оно того. Потому что если вы туда попадете, если вас туда смогут втащить, вовлечь, вы еще как будто бы крайним человеком останетесь. Поэтому абстрагируемся, проходим мимо и где-то в сторонке, да, в зрительном зале дожидаемся результата, как все решится, как все разрешится. Следующий момент касается каких-то правовых вопросов, связанных, может быть, с каким-то законом, с какими-то разрешениями, с какими-то бумагами, в общем, связано идет. А здесь почему-то очень долго будет проходить этот процесс, какие-то будут постоянные задержки, остановки, чего-то где-то будет не хватать, и вам действительно придется поработать над этим вопросом, походить, повкладываться, поузнавать, потормошить где надо, да, где-то пнуть надо, может быть, кого-то. Ну, вам придется. Если вы спустите на тормоза этот процесс, к сожалению, вы пойдете на новый виток и продолжите эту пустую борьбу, можно так сказать. Да? Пришло время радикальных решений. И если вам что-то нужно, этого нужно добиваться через силу, через какой-то, знаете, вот прям рывок, толчок, через какое-то стремление. Так, еще я вижу в вашей жизни, вот человек здесь появляется. Человек, наделенный властью. У человека может быть какие-то погоны. Может быть, это человек какой-то вот прям деятель, да? Высокопоставленный человек. Значит, этот человек, он по вашей жизни пройдет, да? Он идет, по касательно идет. Очень важно этого человека вовлечь в свою жизнь, в свои проблемы. Потому что этот человек, он как волшебная палочка, да? Которую нужно обязательно применить по назначению. Если вы сейчас упустите эту возможность, если вы там постесняетесь, как-то вот не прорветесь, да, к этому человеку, либо, может быть, даже побоитесь этого человека, вы упустите прекрасную возможность на то, чтобы действительно что-то в своей жизни поменять к лучшему. Так, в паре в отношениях мужчина скоро получит какую-то большую сумму денег. Ваш мужчина, с кем вы вместе находитесь, проживаете, муж, любимый человек, какую-то большую сумму денег получает. Но у него есть какое-то тайное намерение с вами либо вовсе не поделиться, либо поделиться совсем чуть-чуть. Значит, если вы не проконтролируете этого человека, он эти деньги потратит впустую. Просто спустит, может быть, на какую-то там ерунду, на какие-то, может быть, свои там увлечения. Что-то очень неэффективно будут деньги потрачены. Поэтому, девочки, вы своих мужей знаете, да, понимаете уже так там, с полувзгляда можете понять, что что-то он скрывает, что-то там себе затевает. Тут не надо стесняться, здесь нужно действительно, вплоть до того, что, я не знаю, забрать у него все, что он получит, либо настоять на то, чтобы он вам отдал. Этими деньгами вы очень хорошо, правильно распорядитесь для семьи, для дома, для вашего будущего. Вот. А если вы упустите этот момент, он там совсем чуть-чуть денежек даст, а остальное все просто спустит в один день. А потом еще и вас начнет винить, что вот такая вот нерадивая жена не определила, да, не отсканировала, не предвидела эту ситуацию. Вот я, видишь, все потратил подчистую, теперь ничего нет, сидим с голой попой, как говорится. Очень важно проследить. Кстати, у кого-то дома могут деньги пропадать. Вы будете думать о самом плохом, на самом деле там какая-то безвинная будет причина. Может, да, действительно, кто-то из детей даже что-то может взять, но там, понимаете, глупость какая-то, да? То есть там впадать в панику, в истерику, там злиться, тем более уж кого-то наказывать не стоит. Нужно просто разобраться честно и
договориться. Вот как-то так нужно поступить. Дальше. Среди родственников что-то будет происходить. Почему-то вас также будут вызывать в качестве, я не знаю, там, свидетеля, либо просить вас быть судьей между кем-то и кем-то. Но это близкие люди, тут кровная связь идет. Значит, то же самое. Есть такое выражение: «Поехала с краю, ничего не знаю». Вот не надо туда вмешивать. Они там ругаются, они там мирятся, там какой-то бесконечный процесс происходит. Если вы туда вмешаетесь, опять же таки, вы там просто завязнете. Вы и времени очень много потратите, вы ничего не решите, вы еще и разругаетесь с теми, с кем ругаться вам вообще противопоказано. Дальше. Общение идет, очень много общения у девушек, которые свободные. Будет очень много кавалеров, будет очень много предложений, встреч, знакомств. То есть вас будут звать и один, и другой, и третий, и там, 10. Значит, то же самое. Мы ни от каких приглашений не отказываемся, ходим активно на свидания, общаемся с мужчинами. А один из этих мужчин вас совершенно случайно познакомит с очень хорошим человеком, с кем вы начнете общаться, встречаться и выстраивать стабильные отношения. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за ваше внимание. Всем пока-пока.